Всем привет! Это дайджест новостей O1 News. С вами Александр Хиртек. Здесь я говорю о наиболее интересных и значимых новостях прошедшей недели. Российский фонд защиты китов призвал бойкотировать датские компании Lego и Tuborg из-за массового убийства дельфинов. 12 сентября на Фарерских островах охотники убили, ужасающая цифра, 1428 белобоких дельфинов. Так называемые охотники загнали стаю дельфинов в залив с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Загнанные на мелководье млекопитающие были убиты. Эта охота стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире. До этого самым массовым считалось убийство 1200 черных дельфинов в 1940 году. Это у них такая национальная традиция. Охота на белобоких дельфинов на острове разрешена законом. Многие жители считают мясо китов и дельфинов важной частью своей культуры питания и истории. Российские зоозащитники назвали это крупнейшим в истории геноцидом морских животных. Они советуют отказаться от датской продукции и от поездок в Данию и на Фареры. Понятно, что эти охотники просто конченые дебилы, но при чем тут Lego и Tuborg, понять невозможно. В США испытывают лекарство против ВИЧ-инфекции. На обезьянах оно показало эффективность до 95%. Минздрав США допустил классическое испытание внутривенного лекарства против ВИЧ-инфекции. Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы в клетках и вырезает их оттуда. Затем EBT-101 склеивает концы разрезанной спирали ДНК. Ученые считают, что таким способом можно полностью очистить организм от вируса иммунодефицита. Испытания препарата на людях начнутся в конце этого года. Ранее EBT-101 вылечил от ВИЧ-инфекции 2 мышей, а на обезьянах показал эффективность до 195%. Напомню, на данный момент проверенных и одобренных методов лечения ВИЧ-инфекции пока нет. Настоящий прорыв. Статистика говорит, что каждый день в мире появляется примерно 7,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. А для нашей страны это особенно актуально. Много жизней можно спасти. В удивительное время живем. Остается открытым вопрос цены, когда это лекарство поступит в оборот. Ну и еще одна выдающаяся новость в сфере здоровья. Также американские ученые создали и испытали искусственную почку, которой не нужен насос и внешнее питание. Имплант состоит из кремниевого гемофильтра, который удаляет токсины из крови, и биореактора с настоящими клетками человеческой почки. Теперь пользователям импланта не нужны будут препараты для разжижения крови и источники питания. Искусственная почка может улучшить качество жизни людей с хронической почечной недостаточностью, от которой страдают более 750 миллионов человек по всему миру и умирает более миллиона ежегодно. В настоящее время таким людям приходится трижды в неделю ходить в больницу на процедуры с помощью громоздких аппаратов. Компания Apple провела презентацию, на ней показали новые iPhone, Apple Watch, iPad и iPad mini. У новых iPhone 13 и iPhone 13 mini челку сделали на 20% меньше. Почему ее до сих пор не могут убрать – загадка. Камеры расположили по диагонали – киллер-фича. 13-е представлены в 5 цветах, новый – розовый. Компания обещает улучшенный дисплей на 20% ярче, чем у предыдущего поколения. Улучшенное качество съемки и самое крепкое стекло среди всех айфонов. Среди нововведений камеры стабилизация на уровне сенсора, а также кинорежим при съемке видео. Он позволяет фокусироваться на движущемся объекте и размывать фон в реальном времени. Выглядит это очень круто. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max представлены в 4 цветах, новый – голубой. У них тоже уменьшенная челочка и процессор A15. Среди изменений технология ProMotion, которая может оптимизировать экран до 120 Гц, чтобы сохранить заряд батареи. У всех 3 камер появился ночной режим. У основной камеры режим макросъемки. Делать снимки можно будет с расстояния 2 см. Добавили и 3-кратный оптический зум.
Но в целом сказать, что прям сильно удивили, нельзя. Но, как ты понимаешь, самый лучший iPhone — это всегда только тот, который выйдет следующим. Лучше бы они Type-C поставили в смартфоны вместо этого нестандартного допотопного недоразумения. Житель Австралии сдался полиции спустя 30 лет после побега из тюрьмы. Он потерял работу из-за пандемии и устал жить на пляже. 64-летний Дарко Десик в 90-х сбежал из тюрьмы. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за выращивание марихуаны. Отбыв 13 месяцев в неволе, он сбежал из тюрьмы, перерезав оконные решетки камерой с помощью ножовки и болтореза. Полиция так и не смогла найти беглеца, который все это время жил на северном побережье Сиднея. Мужчина устроился строителем, снимал дом, но когда началась пандемия, его уволили. Из-за этого он не смог платить по аренде и переехал жить на пляж. В конце концов он сдался полиции, чтобы иметь крышу над головой. Сейчас беглецу грозит до 7 лет лишения свободы. Мне тут же вспоминается рассказ о Генри, «Фараон и Хорал». Почитайте на досуге. Партия «Единая Россия», согласно предварительным данным об итогах выборов в Государственную Думу, сохраняет в ней конституционное большинство. Однако в 4 регионах она потерпела поражение – в Якутии, Мэри-Эл, Ненецком автономном округе и Хабаровском крае. На первое место по партийным спискам вышла КПРФ. В Хабаровском крае у «Единой России» самые низкие результаты по стране – менее 25%. Практически все регионы, где ЕР столкнулась с проблемами, в последние годы сталкивались с противостоянием активно настроенных граждан и властей. В Хабаровском крае после ареста популярного губернатора Сергея Фургала, в Коми в связи со строительством мусорного полигона ШИЭС, а в Ненецком округе из-за планов его слияния с Архангельской областью. И НАО, кстати, единственный регион, который проголосовал против повышения пенсионной реформы в 2019 году. Представители «Единой России» заявили, что обжалуют результаты выборов в Якутии. Единороссы в Якутии проиграли КПРФ как в выборах по партийным спискам 35% против 32% у «Единой России», так и по одномандатному округу 21% против 20%. Глава ЦИК Якутии Евгений Федоров заявил, что выборы прошли на должном уровне организации. Данные говорят о легитимности, открытости и остроте прошедших выборов. Данные предварительные, идет утверждение протоколов. Принципиальных нарушений, которые бы повлияли на волеизъявление избирателей, не было, заявил Федоров. Обычно «Единая Россия» в Якутии выходит победителем. В прошлом году единороссы получили 46% против 14% у КПРФ. Писатель Глуховский удивил своей речью на вручении премии GQ. К ней не были готовы ни зрители, ни ведущий Иван Ургант. Если еще не видели, посмотрите. Я хотел сказать, что я, конечно, польщен, но награда досталась мне незаслуженно. Дело в том, что последние 7 лет, с 2014 памятного всем вам года, место в списке бестселлеров, десятки бестселлеров, продолжает занимать Джордж Оруэлл с книгой «1984». Это правда. В прошлом году он занял 2-е место уже, обойдя всех остальных писателей, включая в особенности отечественных, которых вообще наш читатель не милует. Почему так происходит, я не знаю, но подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым другим его избранным представителям. Или неизбранным. Это раз. И самое главное, что... И еще один момент, поскольку у нас юмористический вечер, Иван задал тональность. Не скажите. Дмитрий, не скажите. Я, поскольку я все еще въездной, и будем надеяться выездной. Будем надеяться. Да, я хотел сказать еще напоследок, что я бы, конечно, премию эту отдал, поскольку Джордж Оруэлл умер, другому человеку, который, к сожалению, тоже умер. Его зовут Джанни Родари. Джанни Родари по-настоящему заслуживает вот эту штуку-дрюку стеклянную, потому что он написал книги Чиполлино и Джельсамино в стране лжецов. Но 1984 мрачновато, но я рекомендую вам, если кто-то не читал, в детстве случайно пропустил, эти 2 книги.
Но Чиполлино — это просто все, что сейчас разворачивается последние, начиная с января у нас в стране, один в один, очень смешно. И сейчас детям читал, уссаться. Значит, просто про нас. Все вот это вот оккупационный режим фруктов против, народа овощей. И, наконец, Джельсамино в стране лжецов — это, такая страна, где он попадает, мальчик из рабоче-крестьянской Италии, попадает в страну, где нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами. Сыр называется ластиком, чернила — это молоко. Ни в коем случае нельзя называть сыр сыром, а ластик ластиком, потому что взять сразу в тюрьму. Что я хотел сказать в связи с этим? Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами, дорогие друзья, вступаем, в особенности на грядущих вот этих пеньковых выходных, в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать, как мама нам в детстве говорила, правильно делать. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться. И это уже акт гражданского мужества. Да? Я вот хотел вас призвать к этому. Помнить, что нас всех в детстве учили определенным вещам. И даже сейчас ваша мама вам говорит не высовываться, то в детстве, она вам говорила другое. Ну и, конечно, как человек, интересующийся жизнью страны, вы уже знаете его яркую финальную фразу. К новостям Тувы. На прошлой неделе в Кызыле состоялась торжественная передача здания новой, оснащенной в соответствии с современным стандартом поликлиники. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа по строительству и расквартированию войск Валерий Карпов передал символические ключи главному врачу главной медицинской организации Кызыла Далану Калбаку. Свои двери для 27 тысяч жителей Южного микрорайона новый центр откроет в течение месяца, после оформления всех процедур, связанных с получением сертификата. От имени жителей республики Владислав Хавалык выразил сердечную благодарность в адрес Министерства обороны и лично министра обороны Сергея Шойгу за поддержку в борьбе с нашествием уже не новой коронавирусной инфекции. Это уже вторая современная медицинская организация, построенная Министерством обороны. Район Кызыла, который в народе называют Шанхай, теперь получит новое название и будет застроен по новым стандартам. Здесь по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, как известно, были снесены старые дома, а жильцы получили квартиры в новых многоэтажных домах. Минстрой Тувы заключил соглашение с абаканским инвестором «Трансстрой» на комплексную застройку данной территории. Архитектор Антон Шаталов говорит, что застройка будет отражать уникальную идентичность республики. Всего на месте Шанхая планируется построить 38 многоквартирных домов. Будет введено в строй 153 тысячи квадратных метров жилья. Каждый новый дом будет иметь свой уникальный облик, но при этом стандарты будут едины для всего микрорайона. Высота домов 6, 8 и 9 этажей. Также на территории предусмотрено строительство 3 детских садов, школы вместо устаревшей 14-й и автомобильной парковки. На первых этажах домов, как это обычно бывает в современной застройке, будут располагаться магазины, кафе, рестораны и офисы. Реализация проекта начнется в следующем году. Будем надеяться, что все деньги, заложенные на стройку, будут направлены именно на стройку, а не как это обычно бывает у нас в стране. Проект выглядит, мое почтение, но по результату станет видно, что получится. Получится вообще? В Туве завершились 3-дневные выборы. Владислав Хавалык, выдвинутый от «Единой России», побеждает на выборах руководителя региона с колоссальным отрывом, сообщает местный избирком. По предварительным подсчетам он набирает 86% голосов. Но здесь ничего удивительного нет. Все было ясно с самого начала. Не отдавать же свой голос за ноунеймов. К слову, 2-е место занимает кандидат от КПРФ Чойгана Седынол. Она набрала примерно 3% голосов. Результаты выборов депутатов в Госдуму тоже очевидны. Кстати, ты дебаты смотрел? Да? Прикольно?
Но меня эти дебаты тоже повеселили. Например, представитель партии «Родина», рассуждая о патриотизме, использовал текст Льва Шлосберга, а об авторстве умолчал. Депутат от ЛДПР как-то уж очень сильно волновался, поэтому выглядел не очень убедительно. Ну и в целом его трудно представить в Госдуме. Ринат Оржик выдавал интересные идеи, хотя, возможно, в этом есть какая-то доля популизма. Ярче всех, убедительнее и увереннее всех, по моему мнению, на этих выборах выступал Роман Тамоев от КПРФ. Но победил, как известно, представитель «Единой России», на которого во время предвыборной кампании вылилось очень много хейта в тувинских интернетах. Но за зарплату депутата Госдумы это можно и стерпеть. Будем посмотреть, что хорошего для Родины он сделает на новой должности. Кстати, Мерген Оржик чем-то запомнился во время своего депутатства. Вот его бы ко мне в город К задать вопросы. В тувинских социальных сетях поднялась волна негодования по поводу отгрузки угля на Кахемском угольном разрезе. Люди жалуются, что частникам будут отгружать топливо с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, а для владельцев легкового авто установили время с 8 до 18 и тоже по будням. Среди жителей прошла информация о том, что уголь будут отгружать только тем, у кого грузовик вместит свыше 3,5 тонн. На что заместитель министра топлива и энергетики республики Денис Хангай заявляет, что такое расписание на разрезе было всегда, поэтому остается только догадываться, кто и зачем запустил этот слушок. Цитирую. «Есть утвержденный график на Кахемском угольном разрезе, что частные лица покупают топливо с понедельника по пятницу. В субботу в основном юридические лица. Лимит отгрузки не менее 3,5 тонн связан с техникой безопасности. Так и было всегда», поясняет Хангай. Снижение стоимости угля, которое казалось уже невозможным за последние несколько лет, при врио главы Тувы оказалось вполне себе реальным достижением. Однако эту новость неоднозначно и даже где-то болезненно восприняли всякие околополитические паблики в соцсетях. Напомню, что после того, как о снижении стоимости угля объявил Хавалык, в соцсетях назвали это заявкой на победу. Еще бы жить на угле и покупать его всю зиму мешками. За мониторингом цен на уголь следят в республиканском правительстве. И, как отметил исполняющий обязанности первого вице-премьера Тувы Александр Брокерт, они совместно с общественниками ОНФ будут держать ситуацию на контроле, так как во время рейдов до сих пор обнаруживаются недобросовестные перекупщики, которые продают уголь по старой завышенной цене. Начальник службы по тарифам Эдуард Кулар напомнил о штрафных санкциях для поставщиков и перекупщиков за завышение установленных цен – 5000 рублей для граждан и 10 тысяч рублей для юрлиц. Напомню, что цена на Кахемском угольном разрезе за тонну сейчас 2220 рублей и 10 копеек, а за мешок 125 рублей. С доставкой в Кызыл уголь должен стоить 2507 рублей. В Дальнем Кахеме цена мешка угля от перекупщиков должна быть еще ниже – 122 рубля, а за тонну 2425 рублей. На территории Кахемского угольного разреза ажиотаж. С ночи образуется очередь из колонны грузовых автомобилей и все за топливом. Цитирую. «Мы здесь с раннего утра, приехали в половине четвертого, но передо мной уже стояло 20 машин. Народу действительно очень много. Это в связи с понижением цены», рассказывает житель поселка Кахем Владимир Шаров. Люди, наш народ любит слухи и очереди. Любят слухи и стоять в очередях. Какой-то национальный прикол приезжать ночью и вставать в очередь. А на этом все. Это был дайджест новостей ОВА Ньюс. До встречи через неделю. Я надеюсь. Пока.